Сельское хозяйство – одна из важнейших сфер экономики республики, для динамичного развития которой важны не только инвестиции, государственные субсидии, новые предприятия, но и кадры. Агроном – ключевой человек на сельскохозяйственном предприятии. Но хватает ли в Абхазии профильных специалистов? Это нам и предстоит выяснить. Возможность получать знания в сфере агрономии в стенах грандиозного заведения, специализирующегося на сельскохозяйственной отрасли, крайне важна для школьников страны, ведь кадры в этой сфере нужны всегда. Министр туризма Республики Теймураз Хижба в недавнем времени встретился с руководителем проекта «Вятский посад» Геннадием Цурковым. Стороны обсудили возможность предоставления мест для обучения абхазских детей в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина, являющейся первым в России учебным заведением подобного типа. Специалисты есть и аспиранты есть, которые закончили в том числе аспирантуру по сельскохозяйственным направлениям, но все равно агрономы, именно специалисты, именно в производственных, на производственных объектах, конечно же, нужны. Профессия агронома – одна из древнейших в истории человечества и с ходом лет не теряет своей актуальности. Даже наоборот, потребность в специалистах сельскохозяйственной отрасли растет с каждым днем. Особенно в субтропическом климате, в котором возможно динамичное масштабное развитие агропромышленной сферы. Агроном в данном случае – один из важнейших специалистов. В правильное русло главное пустить надо сельское хозяйство. Разные культуры, которые нет в Российской Федерации, мы могли бы здесь вырасти, только надо расширяться. Тем более нужен агроном не просто диплом, а грамотный агроном. Он нужен везде, в любом селе. Профессия агронома – одна из стабильных на рынке труда, однако не пользуется большой популярностью. С дефицитом кадров в данной сфере в разные периоды истории сталкивались все страны, стремящиеся к развитию сельского хозяйства. Многим молодым людям дело агронома кажется непривлекательным. Виной тому множество факторов, в том числе и стереотипы о профессии. На сегодняшний день специалист в агрономии – это практически творец, первым узнающий об инновационных технических разработках, востребованный всегда и везде. В этом году на агроинженерный факультет было зачислено около 70 человек. В прошлом году где-то 60 человек. У нас в общем на агроинженерном факультете обучается около 300 студентов. Эти студенты обучаются в основном у нас на 4 профилях. Профессии очень, они в принципе востребованы для нашей Абхазии. И работа в этой сфере, она есть. Как отметили все наши спикеры, главное в работе агронома – практика. Порой нелегкая в тяжелых погодных условиях, но, конечно, крайне интересная. Студенты агроинженерного факультета АГУ часто выезжают, что называется, в поле. Мы всегда стараемся вообще показать, как эта работа вообще делается и как это все не с теоретической стороны, а вот именно с практической, как это все выглядит. То есть у нас бывают практические занятия, и мы выезжаем непосредственно в поля. В поля мы выезжаем в разные участки. В основном у нас практика проходит в ГНУ и в нашем сельском институте сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Несмотря на то, что студентов детально обучают на практике, немногие предприятия готовы взять на работу выпускника. И все дело в недостатке опыта. Агроном – это непосредственно практика. Это надо поработать года 2 в этой сфере, чтобы набраться опытом. 2-3 – это как минимум. И потом дальше. И это работа та, которая очень хорошо оплачивается. Если человек при своем желании, если он захочет, у нас все открыты, у нас все покажут, все расскажут. Мы непосредственно тоже показываем. Да, понятно, мы не можем целый год с человеком там работать, но это понятно. Но мы даем тот толчок и показываем, мы обозначаем перспективу, мы говорим, вот это так делается. Дальше, если человек захочет, он может непосредственно связаться. У нас люди, мы здесь чужих у нас нету, везде можно попасть, на практику походить полгода. Даже если ты на один сезон вегетационный попадешь, у тебя уже есть какой-то багаж, ты уже можешь взять определенную часть под свою ответственность. В Советском Союзе особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства.
В каждой администрации села обязательно был агроном. На данный момент эта практика не так распространена, хотя, возможно, была бы полезна. Любая работа, которая ведется в селе, закладка любой территории, участка, да, разного рода культур, она всегда велась под наблюдением специалиста. То есть для чего нам нужны специалисты? Сейчас, живя в такое время, когда у нас вредителей, болезней каждым годом больше и больше, препаратов очень много, которые опасные, определенные классы опасности у них есть, опасные для человека, для окружающей среды. Всегда нужен специалист, чтобы этот весь процесс, начиная с закладки и ухода, полностью контролировался. Как отметил главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии Тывас Ачба, министерство тесно сотрудничает с Абхазским государственным университетом и с районными сельхозуправлениями или отделами. В решении проблемы дефицита кадров, по словам Ачба, нужен системный подход. Там, соответственно, и мы направляем туда обучаться абитуриентов на обучение. И вот министр сельского хозяйства, он и является председателем государственного экзамена. То есть у нас, мы постоянно в контакте с агроинженерным факультетом, то есть сотрудничество есть. И, соответственно, если нам какая-то помощь от них требуется в плане, в том числе кадровой политики, мы, естественно, будем обращаться в первую очередь в университет, в институт сельского хозяйства. Глава администрации села Кутол Геннадий Цулай рассказал, что в самом селе агрономов нет, но есть жители, занимающиеся сельским хозяйством, годами восстанавливающие местные плантации. Они во многом помогают, как и районная администрация. К сожалению, у нас в селе еще нет, штатов. Это после войны не было. Вот в советское время были колхозы, при них были штаты, люди там работали. И вот эти люди, они уже в возрасте, они нам по сей день подсказывают, что-то помогают, особенно людям, гражданам, которые пытаются что-то сделать в селе. И вот когда, нам привозят какие-то лекарства, все обращаются к нам, в село, а мы не знаем, что ответить, потому что мы не являемся специалистами. И вот мы обращаемся в отдел Ачимчирского района, сельского хозяйства, и они нам подсказывают, помогают. В этом очень большая поддержка с их стороны. Геннадий Цулай также отметил, что несколько выходцев из села на данный момент поступили на агроинженерный факультет, и они однозначно не останутся без работы по возвращении в родной Кутол. Хотя на данный момент штата агронома в селе нет. Агроном – это такая профессия, которая повседневно встречается. Вот, куда бы ты ни вступил, куда бы шаг ни сделал, в каждое хозяйство зайди, везде нужны специалисты. Вот, например, у нас даже парковая зона, в которой в советское время высаживали всякие деревья, они тоже приходят в какой-то плачевный вид, потому что мы еще не знаем, как решить эту проблему. Единственная надежда на сотрудников из ВТИ, которые периодически иногда мы просим, приезжают там с Ачимчирского района, приезжают, смотрят, чем-то помогают. Резюмируя мнение всех спикеров и экспертов, можно сказать точно. Профессия агронома входит в список самых востребованных, но и самых дефицитных в республике. В то же время спрос на специалистов этого профиля огромен. Агрономы нужны и в селах, и при администрациях районов, и на крупных сельскохозяйственных предприятиях, и на небольших хозяйствах. Хорошо оплачиваемая перспективная профессия требует большого труда и получения опыта. Но конечный результат, безусловно, стоит затраченных усилий. Рада Чачава, Камила Джопуа, Нарсот Цулукия, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.